В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Правительство затратит почти 5 миллиардов рублей на возврат денег россиянам по программе «Туристический кэшбэк» в этом году. Якутдорстрой завершил пропарку водоотводных лотков в Якутске. Тем временем продолжается откачка и пропуск талых вод. Рядовой Черен сегодня стартует в российском прокате. Якутское кино по повести Тимофея Сметанина покажут в Москве и Санкт-Петербурге. Владимир Путин поручил продлить программу туристического кэшбэка до конца 2021 года. Проект документов подготовило правительство после ежегодного обращения президента к федеральному посланию. Льготная программа потребует дополнительных 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Кабмин их уже предусмотрел. Сумма возврата 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой МИР. При этом деньги поступают на нее автоматически в течение 5 дней с момента оплаты. Электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в МВД России. Выдача новых пластиковых удостоверений личности жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе. В МВД добавили, что на первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч паспортов электронного типа. Помимо этого, по желанию владельца, документ может содержать электронную подпись. Дежурные группы детского сада начинают работу в Якутске сегодня. Их организовали в столице до 7 мая включительно. Об этом сообщили в администрации города. Так, дежурные группы будут открыты при муниципальном центре развития ребенка, детский сад номер 11 «Подснежник». Отмечается, что его посещают преимущественно дети медработников и сотрудников правоохранительных органов, то есть тех, кто несет службу в эти дни. Госавтоинспекция в майские праздники перешла на усиленный режим работы. Число нарядов ДПС на дорогах Якутии до 10 мая включительно будет увеличено. Они организуют контроль на выездах и въездах в населенные пункты. Пройдут и массовые проверки водителей. В первую очередь будут пресекать выезды на встречную полосу, а также нарушение правил перевозки пассажиров и выявлять пьяных за рулем. Только за эти выходные дни с сотрудниками Госавтоинспекции города Якутска на территории города Якутска и в пригородах было задержано и отстранено от права управления транспортным средством 27 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Таким образом, у нас по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было задержано 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо лишение права управлять транспортным средством от 1,5 до 2 лет. Также за отказ от прохождения медосвидетельствования было задержано 5 водителей, которые опять же управляли транспортным средством с признаками, и уже опять же 5 водителей были задержаны повторно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались. Именно пьяные водители еженедельно пополняют печальную статистику дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала года по вине севших за руль в состоянии алкогольного опьянения произошло 10 ДТП, в которых травмы разной степени тяжести получили 24 человека. 1 человек погиб. Не должны оставаться в стороне и граждане, заметившие на дороге нетрезвого водителя, и сообщать о таких фактах в полицию. Напомним еще раз, усиленные рейды будут проходить до 10 мая включительно. Наряды установят и на федеральных трассах Колыма, Лена, Вилюй. Инспекторы МЧС вместе с сотрудниками якутского лесничества рейдируют леса Якутии. Задача выявить незаконных шашлычников, а тем, кто разводит костры в санкционированных местах, напомнить о правилах противопожарной безопасности. Что грозит тем, кто ими пренебрег, выясняла наш корреспондент Ульяна Шагина. Особый противопожарный режим в Якутске пока еще не объявлен, но тем не менее инспектора МЧС, а также лесного хозяйства уже вышли на традиционную профилактическую работу. Искать любителей отдыхать на лоне природы не составило труда. Каждые 50 метров семьи с детьми и молодежь жарят шашлыки. Инспектора подходят к каждой компании, раздают листовки и напоминают о правилах поведения в лесу. Только на углях, без разведения костра, хорошо? Уголь есть. Ага. Как закончите, уголь потушите,
Сигареты за собой, мусор весь убираем, хорошо? Многие знают, что не нарушают закон, поэтому в рассыпную от инспекторов и камеры никто не бежит. Администрация столицы специально для любителей пожарить шашлыки на природе каждую весну выделяет несколько специальных мест. Беседка мыс Кангаласский, Намский тракт 22 километр, это левая сторона. Покровский тракт 25 километр возле села Табага. Также Покровский тракт 20 километр. И многие, как оказалось, знают правила отдыха в лесу. Правила тоже знаете? Да, конечно. Какое самое основное правило? Ну, не разводить костры, не мусорить, убираться за собой после пикника. Свои слова ребята подтвердили реальным действием. Показали специальные мусорные мешки, куда уже начали складывать мусор. На самом деле правил поведения в лесу не так уж много. Они примитивные, о которых знает каждый ребенок. Но почему-то из года в год человеческий фактор становится главной причиной лесных пожаров. Главное из них – это не жарить шашлыки на открытом огне, а в специальном мангале и на углях. И вокруг мангала не забываем делать минерализированные полосы. Ну и, конечно же, штрафы для физических лиц за несоблюдение противопожарного режима от 1500 до 3000 рублей. Помогают в профилактике и лесничие. Сезон шашлыков только начинается, признаются они. Да и особый противопожарный режим еще не объявлен. С его объявлением меняются и правила поведения в лесу. В это время уже люди должны ограниченно только те, кто в лесу работает, лесохозяйственную работу проводят, те могут только находиться в лесу. Уже массовый выход людей запрещается. Для тех, кто и в это время рискнет в лесу пожарить шашлыки, размер штрафных санкций увеличивается в 1,5 раза. Для физических лиц он составит от 4 до 5 тысяч рублей. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Про парку водопропускных лотков на дорогах в Якутске выполнили на 100%. О проделанной работе отчитался Якутдорстрой. Там сообщили, что несмотря на выполненный план, пропуск талых вод, откачка воды с заниженных мест, содержание, ремонт и восстановление пропускной способности водоотводных лотков вдоль улиц продолжаются. В работах задействованы более 20 дорожных рабочих, 8 поливомоечных машин и 5 передвижных паровых установок. Студия танцев из Алдана завоевала бронзу на конкурсе в Хабаровске. Skills and Drills – это танцевальный фестиваль, который собирает огромное количество участников из Дальнего Востока и других регионов страны. В этом году он прошел в 5-й раз. Танцевальный коллектив «Зебро» выступил в категории «Стрит Junior» и занял 3-е место. Российский прокат фильма «Рядовой Черен» стартует сегодня. Показ пройдет в Москве в кинотеатре «Иллюзион». Следующие 2 дня фильм можно будет увидеть в петербургском Великан-парке. При этом в нашем регионе показ фильма не прекращался. Почему кино обязательно к просмотру, расскажет в сюжете наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Якутское кино очень зритель-френдли. Я давний поклонник Степана Бурдашова. Это наш якутский Тарантино. Это вот та самая, такая мягкая сила, которую мы подразумеваем. И смотришь на одном дыхании. В Москве совсем скоро откроется большая ретроспектива якутского кино показом первого полнометражного якутского фильма «Срединный мир» Алексея Романова. Всего в программу включили 15 картин, снятых в разные годы, победители фестивалей и хиты проката. Авторское кино и весь спектр жанров от хорроров до комедий. Как рассказал гендиректор Сахафильма Дмитрий Шадрин, еще в 2006 году картины снимались на простые камеры и показывались на старых проекторах. Современное кинопроизводство началось в Республике на голом энтузиазме. Вообще в киносфере России, то есть, да, и, может, за пределами уже начинают узнавать, уже знают, если какие-нибудь фестивали мы там заявляемся, уже не смотрят так, как тогда, допустим, нет, уже ждут, уже считают нас конкурентами, справедливость есть. Якутские фильмы не знают четкого разделения между арт-кино и развлекательным кино. Иногда совершенно развлекательный жанровый фильм может содержать в себе вполне глубинные идеи. И наоборот, авторское кино может быть довольно увлекательным. Нет вот этой вот пропасти. Якутское кино очень сильно связано с природой, как и вообще якутский народ. Ну и, наконец, магия, волшебство, мифология. Для якутского кино это тоже естественная среда.
На днях в прокат вышла военная драма Руслана Тараховского о поэте-фронтовике «Сердце солдата». В основе военно-биографической драмы яркая и короткая жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. Посвящен молодежи нашим. То, что Великая война достигнута такой ценой и имеет такой патриотический характер. Также по мотивам повести Тимофея Сметанина в республике идет фильм «Рядовой Черин». После премьерных показов кино тут же назвали честным, сильным, гордым и нужным. Как рассказал исполнитель главной роли Айтал Степанов, кино показывает нам настоящих героев. Фильм несет пропаганду патриотизма, того героизма. Он подходит именно для детей, для подрастающего поколения, которые, избалованы, Голливудом, супергероикой, Фильм пришелся по нраву как взрослым, так и детям. Там было много идей, чтобы обхитрить немцев и победить их. Мне очень нравятся спецэффекты, продюсеры очень сильно постарались. Я оцениваю это на 5 звезд. Просто крутой фильм, эмоции просто завались. Вызывает такие большие эмоции. Я думаю, что такие фильмы надо чаще снимать, чтобы дети не забывали о настоящих героях. Очень хорошее кино. Давно хорошего фильма про войну не видели. Тем более про нашего земляка. В преддверии 9 мая патриотический фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Черин» выходит за пределы республики. Его покажут в Московском кинотеатре «Иллюзион» 4 мая и в Петербургском кинотеатре «Великан Парк» 5 и 6 мая. Московский кинотеатр «Иллюзион» и кинотеатр «Великан Парк» в Санкт-Петербурге согласились показать наш фильм. Это небольшой, но очень важный шаг вообще для всего якутского кинематографа. Я очень надеюсь, что в будущем якутские фильмы будет очень привычным и любимым явлением для московской и петербургской и всей российской публики. В последние годы Республика Саха стала важным центром кинопроизводства России, который также называют Сахавуд. Фильмы местного производства, снятые энтузиастами, успешно конкурируют в кинотеатрах с самим Голливудом. Алексей Лукьяненко, Якутия. День за днем. Наши корреспонденты продолжают следить за новостями. Еще больше актуальной информации найдете на наших сайтах як24.ру и nvkdefisonline.ru, а также в социальных сетях и на YouTube. Ну а к этому часу все. Встретимся в дневных эфирах новостей.